В России сегодня проживают около 200 народов. У каждого из них свои ценности, обычаи и культура. Есть даже государственный праздник День народного единства, который мы отметили чуть больше недели назад. Так, в каждой песне и танце есть особенный смысл. Славянский танец на Ивана Купала – это древний ритуал, который отражает связь человека с природой, а также его стремление к любви. Ура! Мой вдох до берега. Значит, в этом году выйду замуж. Мой вино до стадии берега. Замуж я не выйду, но у меня все будет хорошо. Страна – это прежде всего люди. В мире и согласии в России живут свыше 150 миллионов человек. Татары, калмыки, дагестанцы, русские, ингуши. Все народы равны и обладают одинаковыми правами. В нашей республике очень давно, уже с 2005 года, активно создавались национально-культурные общества. Это люди, представляющие разные народы, живущие в нашей республике. Ингушетия – один из самых молодых субъектов страны. Сила и величие ингушского народа в его единстве. Наша малая родина, в свою очередь, стала образцом толерантности и благородства в отношении всех представителей национальных землячеств и сообществ. Нужно приложить все силы, чтобы идеи мира и согласия служили прочной основой для ее развития. Сегодняшний праздник дружбы народов отметили вкусными традиционными блюдами разных народов России. Кухня – это не просто способ утолить голод, это важная часть культурного наследия. Чак-чак, беляши – это символ татарского гостеприимства. Русская же кухня известна своей простотой и щедростью. Пельмени, икра, блины – вот что составляет ее основу. Жидкое блюдо – это была окрошка, хотя считается борщ русским блюдом, но это украинское блюдо. А крошка была чисто славянское блюдо в тот период. Ну и, конечно, пирог с яблоками. Яблок было на Руси всегда очень много, поэтому пирог считался сладким блюдом. Изучение кухни – это своеобразное путешествие в мир другой культуры. В каждом блюде заключена история и характер народа. Хинкали, шашлык, хачапури – блюда, которые отражают страсть к жизни и яркую культуру кавказских народов. Школьницы подготовили угощения в лучших грузинских традициях. У нас есть хачапури, лепешка с сыром, которая символизирует гостеприимство и теплоту грузинского народа. Также у нас есть известнейшие хинкали. Также у нас есть десерты с грузинскими орнаментами, которые используются в архитектуре для дизайна. И, конечно же, торт в виде овчиной бурки. Мероприятия проводятся в целях сохранения и привития духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей подрастающему поколению, формирования толерантных отношений среди различных национальностей, проживающих в республике, традиции единства, взаимопонимания и гражданская солидарность. Вот основа развития нашего общества и государства. Только в мире и единстве наша страна и республика смогут двигаться вперед и открывать для себя новые горизонты. Амина Зязикова, Магомед Яндиев, Магаз 24.